Сегодня Вячеслав Гайзер ответил на часть вопросов, которые он получил от жителей республики. Напомним, 16 апреля через свою страничку ВКонтакте глава попросил граждан написать ему обо всем, что их волнует. За неделю в адрес руководителя региона пришло больше 80 писем. О чем спрашивали жители, знает Любовь Лапина. Вячеслав Гайзер отвечает даже на самые неудобные вопросы. Вот один из них. Почему у такой богатой республики донора такие небогатые больницы и ушлые коммунальщики? Эта тема звучит во многих сообщениях. Глава Коми подтверждает, проблемы есть, но их решают. Именно потому, что мы все понимаем, что здравоохранение на сегодняшний день у нас в республике оказалось не в том состоянии, как нам всем мечтается, и принималась очень масштабная программа модернизации здравоохранения в республике стоимостью более 5 миллиардов рублей, и мы ее активно сегодня решаем. Эта программа сделает медицину более качественной и доступной. В первую очередь это касается укрепления материально-технической базы больниц и поликлиник. Впрочем, первые результаты видны уже сейчас. Я хочу сказать, что вот те усилия, которые мы вкладываем в развитие здравоохранения, они как раз и дали возможность вот, в последние несколько лет увеличить на 5 лет среднюю продолжительность жизни в республике. Это очень значимый эффект от работы здравоохранения. Ведь на сегодняшний день до 67 лет в среднем продолжительность жизни удалось повысить. А вот с утверждением, что нельзя перевоспитать чересчур предприимчивых коммунальных управленцев, глава Коми категорически не согласен. Региональное правительство 1,5 года назад стало инициатором создания в республике системы контроля, в которую вошли все надзорные и правоохранительные органы. Итогом работы этой системы стали громкие судебные разбирательства. Хочу привести пример, что такие достаточно известные уже в информационной среде дела, которые были возбуждены, в том числе уголовные, это впервые в истории не только республики, но и Российской Федерации. А в Российской Федерации, напомню, что по итогам года этой работы мы лидеры по количеству возбужденных уголовных дел в отношении недобросовестных компаний, работающих в жилищно-коммунальном хозяйстве. Еще один важный вопрос, который волнует жителей республики – помощь молодым семьям с детьми. Уже сейчас в Коми есть свой региональный материнский капитал. За рождение третьего и последующих детей родители получают по 150 тысяч рублей. В случае усыновления ребенка суммы еще больше. И в случае, если об усыновлении принято решение семьей, то это 200 тысяч рублей. А если, соответственно, речь идет о ребенке, у которого имеются отклонения в развитии, то это единовременная выплата составляет 250 тысяч рублей. Глава Коми обещал обязательно ответить на все без исключения интернет-вопросы. Либо в виде заметок на своей странице ВКонтакте, либо в личных сообщениях. Любовь Лапина, телеканал Юрга.